С наступлением осени участились ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Большинство пострадавших – дети. Министерство образования совместно с ГИБДД усилили профилактическую работу. В этом им помогают отряды юных инспекторов дорожного движения. О том, как проходят их занятия, расскажет Иван Беричевский. На этих кадрах, снятых прямо напротив администрации Эжвинского района, с трудом можно разглядеть, как два пешехода переходят по зебре. Водитель поздно замечает подростков, и итог предсказуем. А этот варгашорский случай, может, и не произошел бы, если на одежде школьниц были светоотражающие элементы. В течение текущего года на территории Республики Коми произошло уже 44 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов. Надо сказать, что только у 3 несовершеннолетних на момент ДТП на элементах одежды имели светоотражающие элементы, но даже это не позволило избежать столкновения с пешеходом. Статистика указывает, что всем участникам дорожного движения нужно быть предельно внимательными и подготовленными. Для того, чтобы исключить подобные инциденты с несовершеннолетними, Министерство образования совместно с ГИБДД даже организует родительские патрули. У нас на сегодняшний день более 290 организаций, так называемых общественных движений, родительский патруль при образовательных организаций, которые занимаются в том числе тоже профилактикой, когда родители совместно с сотрудниками ГИБДД, с педагогами проводят работу и с учениками, и также выходят на патрули на улицу, в первую очередь при образовательных организациях. Это и во время начала учебного года, и во время, когда сменяется сезонность погоды. Это вот сейчас наиболее актуально, когда у нас темное время суток, но еще нет снежного покрова и достаточно плохо видно. Помимо родительских патрулей существует еще одно движение, пожалуй, самое эффективное в профилактических рамках – отряд юных инспекторов дорожного движения, коротко ЮИД. Один из таких на базе Сыктывкарской школы номер 43. Этот знак называется велосипедная дорожка. Молодцы, ребята! Молодцы, ребята! Отлично! После того, как школьники правильно отвечают на вопросы, юные инспекторы проводят небольшой мастер-класс по самоспасению на дорогах, в том числе и для нас. Сейчас мы наблюдаем работу юных инспекторов в действии. Давайте поинтересуемся, чем сейчас занимаются юные пешеходы. Как тебя зовут? Яна. Яна, что ты сейчас делаешь? Я делаю фликер. А для чего ты его делаешь? Чтобы отражать, когда я буду идти в темное время, то чтобы он отражал свет от фар. А вот еще один наглядный пример, через который ситуацию на дорогах школьникам имитируют педагоги прямо в классе. Вот как работает фликер, сделанный своими руками. Самое любимое – это, конечно же, когда мы выходим в рейд. Тогда вместе с сотрудником ГИБДД юные инспекторы дорожного движения раздают пешеходам либо светоотражающие элементы, либо напоминают им о правилах дорожного движения. Очень часто мы выходим в рейд, где проверяем велосипедистов, знают ли они правила дорожного движения. Пешеходам важно помнить, что пока они не надели фликеры, для водителей они невидимки. ДТП с трагическими случаями в темное время происходит именно поэтому. Иван Беричевский, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.